На протяжении недели представители городского оперштаба совместно с сотрудниками правоохранительных и контрольных органов проводят усиленные рейды по объектам массового скопления. В эти минуты комиссия ведет проверку заведений общественного питания. Сейчас на прямой связи со студией наша коллега Марфирина Алексеева. Марфирина, добрый день. Расскажи, соблюдают ли антиковидные меры горожане и предприниматели? Кристина, приветствую. Сегодня мы с оперативной группой города Якутска съездили и проверили примерно около 10 кафе. Это наша только группа, а так вообще у нас 3 группы. И сегодня будет проверено в итоге где-то больше 30 заведений, ресторанов. Хотелось бы отметить, что сегодня уже к субботе, конечно, уже меньше намного нареканий, но поначалу, конечно, было очень много замечаний. От самих горожан поступали звонки, где они рассказывали о том, что обслуживают без масок, без перчаток и даже не спрашивают QR-кодов. Сейчас мы подробнее об этих нюансах поговорим с Андреем Михайловым, с начальником оперативной группы города Якутска. Здравствуйте. Добрый день, телезрители. Каждый день ежедневно 3 группы с окружной администрацией и Росгвардией проверяем организации города Якутска. Обычно проверяем 30-35 организаций. По 3 группы. Сегодняшняя группа пока что выявила 3 нарушения. Основные нарушения – это когда работники организации допускают обслуживание клиентов без средств индивидуальной защиты, нету разметок, отсутствуют. Также сами работники находятся без средств индивидуальной защиты. Не установлен, обычно также они не проверяют QR-коды и масочный режим допускают. То есть людей без масок пропускают. Ранее в беседе вы отмечали о том, что к вам поступают звонки от горожан. Да? Скажите, можем озвучить номер телефона, куда могут звонить горожане? Вы можете звонить в окружную администрацию 40 80 36 по номеру. Также у нас во всех структурных подразделениях есть Инстаграм-страницы. Вы можете обратиться, написать им. И все ваши замечания приходят в оперштаб города Якутска. Давайте немножко отметим, что же у нас было здесь, именно какие нарушения, какие только что коллеги нам передали. Мы сейчас находимся в ресторане «Кубик». Наши оперативные группы обнаружили, здесь нету разметки 1,5 метра. Одно замечание. Хорошо работники носят маски, перчатки при обслуживании клиентов. Также проверяют QR-коды. Хороший момент. И соблюдается социальное дистанцирование. Мы составили акт, и они должны исправить замечания. Административное нарушение, то есть, да? Да, административное правонарушение, предупреждение. В следующий раз будет наложен штраф. Спасибо большое за подробный такой рассказ о том, как обстоят дела у нас в городе Якутске. Скажите, после сегодняшнего, завтрашнего дня, когда уже будет немного, не локдаун, локдаун прекратится, как будут проверки проводиться? Точно так же ежедневно, как вы говорили, или чуть попроще? Да, мы проводим с 2020 года ежедневные рейды. Также будем проверять совместно с МВД, с Росгвардией, сотрудниками ДПС. Спасибо большое. А на этом у нас все. Подробнее о том, что же не нравится людям в таких тоже мерах и о том, что же выявили мы по итогу сегодняшнего рейда, мы расскажем в остальных вечерних новостных выпусках, коллеги. Спасибо за информацию. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Марфирина Алексеева.